Значение Осетии в завоевании Кавказа прекрасно понимали царские власти. Наместник Кавказа барон Розин писал графу Чернышову: «Один взгляд на карту удостоверяет, что земля осетинская во многих отношениях заслуживает особого внимания правительства. Прочное владычество наше в Осетии решительно разрежет хребет гор Кавказских на две части». Поэтому в 1830 году царизмом предпринимаются решительные меры для завоевания Южной и Северной Осетии. После окончания войны с турками Паскевич поручил генералу Стрекалову немедленно открыть экспедицию против осетин. Было решено направить для завоевания Осетии две военных экспедиции как для наказания буйных осетинских племен, так и для проведения народа сего к положительной присяге на верноподданство государю-императору и внедрения того порядка, который приличен стране, находящейся под великою державой всероссийского монарха. В Северную Осетию был направлен отряд под начальством генерала Абхазова, а в Южную – Рёнинкампа. Рёнинкампу был дан такой приказ, кой будут защищаться в своих селениях, обняв со всех сторон, истребить, давая пощаду покоряющимся и забирая в плен с женами и детьми. Жилища же их разорять в пример и страх другим. Только народ, широкие массы крестьянства беззаветно боролись за свою родную страну. Даже писатели-монархисты отмечали, что осетины считали лучше умереть, чем покориться. Царским войскам каждый шаг территории Осетии приходилось брать с боем, каждый выступ был превращен в засаду, каждая скала – в крепость. Во многих селах Рёнинкамп встретил ожесточенное сопротивление осетин, которые предпочитали смерть порабощению. В донесении Г.Р. Чернышову Паскевич описывает борьбу во время осады башни селения Колы в Южной Осетии. Осетины, бросаясь с неимоверной яростью на солдат, хотели открыть себе путь оружием, но были подняты на штыки, и только один из них взят в плен, все же оставшиеся в крепости, пренебрегая жизнью, сгорели посреди стен. Кстати, это донесение касается легендарного бега Кочаева, чья история пропитана просто невероятным мужеством. Экспедиция под командованием генерала Рёнинкампа имела целью усмирение непокорных горцев осетин и беспрекословное их подчинение местной царской администрации, а ее лице чаще всего грузинским князьям. Те, в свою очередь, всегда считали Южную Осетию своей вотчиной. Осетинский народ никогда на это не соглашался и всегда давал отпор посяганиям на свою свободу и независимость. В Чесельском ущелье бега Кочаев возглавил горстку храбрецов в количестве 30 человек, которые 2 дня упорно боролись против многотысячной карательной экспедиции генерала Рёнинкампа, закрывшись в своей родовой башне. И даже когда не в силах взять башню приступом, генерал приказал поджечь ее. Осетины с необычайным мужеством и бесстрашием продолжали обороняться и не думали о сдаче, предпочтя ей смерть. В конце концов, когда в башне рухнул потолок, 10 человек во главе с бега Кацеты спустились на веревках и с кинжалами бросились на солдат. 9 человек были подняты на штыки, а сам бега успел пробить себе дорогу, но потом и он был схвачен. Остальные осажденные сгорели в башне. Военный историк Фото писал: «И теперь только обугленные стены укажут любопытному путнику место, где 30 человек со спартанской твердостью защищались против 1500-тысячного русского отряда. Отчаянные головорезы не думали о сдаче», пишет монархист-историк. «Они пели во всю глотку веселые песни, неустанно бросали камни, издевались над нашими усилиями и, видимо, предпочитали смерть всякой пощаде». Таково свидетельство монархиста-историка и царских властей о характере борьбы. Нужно отметить, что вместе с осетинами против царизма боролись ингуши и чеченцы. Главными пособниками осетин были ингуши, отмечают царские власти. Несмотря на героическое сопротивление, осетинский народ был побежден. Царские войска превосходили его численностью и вооружением. В победе царских войск огромную роль сыграла артиллерия, против которой осетины были бессильны. Измена верхов была также важнейшей причиной поражения осетинского народа. Например, в разгроме Тагаур-Цеев сыграла большую роль измена Тимурка Дударова, который информировал Абхазова о расположении Тагаур-Цеев, об их силах и планах их действий. К тому же, между осетинскими племенами и селениями не было должного единства. Абхазов и Рёнинкамп опустошили Южную и Северную Осетию. Князь Абхазов доносил военному министру графу Чернышову: «Жители селения Генал не согласились сойти с гор, я велел истребить их хлеба и сжечь селение». Деревни Барзика, Овлац, Хидикус и Ванасих были преданы огню. Жилища Карсановых в селении Ламардон были преданы огню, башни их взорваны на воздух, стада их отбиты нашими стрелками. Селение Верхнее Чоми было сожжено и уничтожено. Так эпически спокойно докладывал о своих злодеяниях князь Абхазов. В заключение своего доклада Абхазов хвастливо писал:
правительство имеет все средства к совершенному истреблению и покорению сих горцев, которых до сего времени считали непобедимыми. Для обеспечения движения по военно-грузинской дороге, князь Абхазов предлагает истребить хлеба и дома горцев, живущих по ее обеим сторонам. Царское правительство, благодарное Абхазову и Лененкомфу за разгром Осетии, дало им по ордену С.В. Анны. Разгром Осетии был настолько ужасен, что упоминаемый монархист Чудинов писал: «За пределами событий 1830 года у осетин нет больше истории». После разгрома Осетии руководители движения Беслан Шанаев, Аза Шанаев, Бата Кануков и другие были казнены. Имущество их было конфисковано. Многие были сосланы в Сибирь. Одновременно предпринимаются меры идеологической обработки населения. Речь идет о распространении христианства. Чего не удавалось сделать путем подкупа, то удалось сделать силой оружия. Несмотря на разгром, осетинский народ снова готовил новое всеобщее восстание в движении Шамили, он по-прежнему принял активное участие. Осетинский народ снова готовил новое всеобщее восстание в 1831 году. Царские власти сумели предупредить восстание. Паскевич запретил продажу горцам пороха, свинца и дал приказ князю Абхазову сжечь аулы Кабани, где уже началось восстание, а жителей переселить на плоскость. В 1836 году вспыхнуло восстание в селении Спи, которое было подавлено карательной экспедицией. Селение Спи было сожжено дотла. Подавлению восстаний в Осетии царизм уделял исключительное внимание, ибо борьба с горцами Дагестана и Западного Кавказа еще была не закончена. Мы уже указали на большое значение Осетии для царизма в завоевании Кавказа. Осенью 1838 года было крупное восстание в Мамисонском, Зарамакском, Нарском, Алагирском ущельях. Против восставших были направлены два отряда. Со стороны города Гори из Южной Осетии отряд под командованием Кап. Васильева и со стороны гор Владикавказа отряд полковника Широкова. Насколько восстание было внушительным, говорит количество царских войск, направленных против восставших. В отряде Васильева было свыше 800 человек, в отряде Широкова 1220 человек при двух мортирах. Центром движения было Алагирское ущелье. Восстание было подавлено. В 1840 году снова вспыхнуло восстание в Южной Осетии по ущельям Мзавскому, Кёшельскому, Кошкинскому, Маграндавлецкому и другим. Восстание было подавлено полковником Андрониковым. Андроников один за другим разгромил указанные ущелья. Решающие бои произошли около сел Тип. Восставшие горские племена сопротивлялись царским войскам в продолжении 11 суток, и только 14 сентября 1840 года укрепление Тиба было взято. Руководитель восстания Баби Сашвили был пойман и казнен. В 1841 году в Южной Осетии вновь вспыхнуло восстание. Отряд князя Эристова, посланный на подавление восстания, был разбит. После этого против восставших был послан тот же полковник Андроников. Царские войска осадили повстанцев в крепости Багиаткари, где они заперлись вместе с семьями. Осажденным предложено было сдаться или выдать хотя бы женщин и детей. На это повстанцы ответили, что они давно себя обрекли на смерть и назначили эти башни своей могилой. Семейства же лучше погибнут вместе с ними, чем достанутся в руки врагов. После этого башни были взорваны на воздух, похоронив под своими обломками сотни женщин и детей с их мужьями и отцами. В 1849 году было восстание Джавского участка. Симпатии к движению Шамили широких масс населения в Северной Осетии выразились, в частности, в росте ренегатства среди осетин-крестьян, в переходе их в мусульманство. Это было очень важным симптомом. Недаром царские власти немедленно приняли энергичные меры. Князь Борятинский в секретном письме генералу Евдокимову писал: «Поддержание христианства и распространение его составляет для нас на Кавказе не только священный долг, но и весьма важную политическую потребность. Непростительно было бы нам оставаться в бездействии и оказывать равнодушие к делу христианства в то время, когда исламизм, подвинутый к деятельности враждебным нам учением мюридизма, приобрел новые силы и старается отторгнуть от нас единоверцев покорных племен». Царские власти применяли насильственные меры к восстановлению христианства, и в этом деле снова старались опереться на местную верхушку. Начальник Дегорско-Алагирского участка Масловский в своей записке начальнику штаба левого крыла Кавказской линии откровенно пишет об этом. Присмотр за соблюдением жителями христианских постановлений можно поручить влиятельным по уму и богатству туземцам, которых отличить милостью правительства, чинами, орденами и прочее. Например, в Дегории существуют братья Циаковы Заурбек и ОГУ, Лби Алисаев и Кайтук Татиев, бывшие мусульмане-фанатики, теперь христиане. Конечно, приняли они христианство не по убеждению, а по моим грозным намекам, но оказали ту великую пользу, что увлекли за собой 1000 человек. Начальник военно-осетинского округа Кундухов, будучи сам мусульманин,
осетинанином одной из первых обязанностей, по его словам, поставил себе всеми зависящими от него мерами восстановить между осетинами христианство. В результате его деятельности вернулось в лоно христианства 700 ренегатов. В Дигории и Стур-Дигории поручик Степанов с 3 попами насильно крестили 1039 человек. Такими мерами царские власти старались укрепить свое господство в Осетии. Все это говорит о том, что в Северной Осетии во время движения Шамиля было резкое недовольство и глухое брожение. Учитывая это, в 1852 году Шамиль намерен был вторгнуться в пределы Владикавказского округа, в который входила большая часть Осетии. Летом того же года он с отрядом 2-3 тысяч человек вышел в Голошовское ущелье. Начальник округа майор барон Вревский мобилизовал все силы с целью задержать движение горцев. Шамиль вынужден был отступить. В 1854 году Шамиль снова делает попытки поднять восстание в Северной Осетии, а также и в Кабарде. В эти области им был послан наиб со специальным поручением. Наиб Шамиля появился в Осетии в виде нищего, был во многих обществах. Царский охранник, полковник Иваницкий, доносил начальнику Владикавказского военного округа: «Имею честь представить вашему превосходительству изложенное в прилагаемом при сем послании сведения о пребывании в осетинских обществах посланного Шамилем наиба, ныне находящегося еще в Кабарде». По сведениям царских властей, наиб Шамиля принял от тагаурцев присягу в верности и содействии Шамилю. Такую же присягу дали дигорцы. Но дело до восстания не дошло. В сущности, поражение движения под руководством Шамиля было временем окончательного завоевания Осетии. Осетия превратилась в колонию царского правительства. Но все же и после этого трудящиеся массы Осетии считали, что чем под ясным небосводом, быть небом проклятым народом, так лучше умереть, не жить. Коста Хитагуров. В боях принимали участие и женщины. Рассказывают, что однажды, когда казаки взбирались на голый утес, из-за камней выскочила молодая осетинка и, как разъяренная тигрица, обхватив первого попавшегося ей казака, напрягла все свои силы, чтобы вместе с ним не низвергнуться в пропасть. Страшная борьба происходила на краю обрыва. Еще мгновение, и осетинка совершила бы свой самоотверженный подвиг. Но силы ее истощились, она выпустила свою добычу из рук, и одна полетела в бездонную пропасть, где острые камни в куски изорвали ее тело. Конечно, это не вся информация о том восстании осетин против царских колонизаторов. Но говорить о каком-то добровольном присоединении Осетии, как пытаются навязать лживые источники в своих целях, здесь вообще неуместно. Осетины оказывали жесточайшее сопротивление. У той же горы Зикара состоялось сражение. Оно было кровавым. Большие потери понесли обе стороны, число погибших только в этом бою составило более 60 осетинских воинов. Непокорность и буйство осетин вызывало как раздражение, так и бессилие. Этот народ называли грубым и полудиким. Осетия была окончательно завоевана царизмом в конце первой половины XIX века. С целью закрепления царского владычества в Осетии, великодержавные и националистические историки создали легенду о ее якобы добровольном присоединении к царской России, потому что Осетия, якобы, угрожали кабардинцы, что русские феодалы явились избавителями Осетии от кабардинского ига. Историческая правда говорит совершенно другое: в борьбе против царизма кабардинские и осетинские народы помогали друг другу. Завоевание Осетии России не принесло ей избавления от чужого ига, а наоборот, установило его, в виде господства русских помещиков и царской бюрократии. Мотивы легенды о добровольном присоединении Осетии совершенно ясны. Царизм действовал по принципу древних римских рабовладельцев «divide et impera», разделяй и властвуй. Кстати сказать, это принцип всех эксплуататоров в их завоевании чужих земель и угнетении трудящихся. Царизм старался вбить клин между народами Кавказа, старался раздуть вражду между ними с целью ослабления и подчинения тех и других. Царский сатрап К.Н. Потемкин открыто придерживался политики поддерживать между горцами постоянные распри. Нечего и говорить, что легенда о добровольном присоединении Осетии к царской России является сплошной выдумкой и клеветой на осетинский народ. Осетинский народ весьма упорно отстаивал свою национальную независимость. И это еще мягко сказано. Каждый шаг территории Осетии царским войскам приходилось брать с боем.